Что, работаем? Всем идут. Здравствуйте, друзья. Мнодермене студисо, бурят холне бакши, монгол род, бурят род, аршолокши, тигет инстаграм-блогер. Нашим намылом. Круто я сказал? Да. Или стрёмно? Ну, я бы не стал бы на камеру говорить. Я дам тебе точную рецензию после того, как... Все, хорошо, Амгалан, хорошо. Чтобы не обижать тебя. Амгалан, как я о тебе узнал, мне а пацаны пару недель назад отправили ссылку на твой сторис, где ты разбираешь текст песни Ваки. Да, помнишь? было такое, было. Ты в том посте писал про Ваку и упоминал там наших рэперов. Да. И я так понял, что с твоей позиции наши бурятские рэперы, там у них действительно все не очень хорошо. Так и есть? Ты знаешь, как посмотреть? Если сказать как языковой активист, я скажу, что у них все классно. Все классно, ага. Потому что они поддерживают витальность языка и респект им за это. Они, так скажем, еще мне говорили, что лет 10 назад бурятский язык именно в качестве, так скажем, рэп-текста, да, вообще в клубе, грубо говоря, невозможно было услышать, никто под него не танцевал бы, грубо говоря, да. А если говорить как лингвист, то, в принципе, да, там есть, так скажем... Но я не хотел бы углубляться. А за Ваку что скажешь, Амгалан? За Ваку это респект, ты знаешь, я бы, знаешь, подошел бы вот так прямо. Ты поцеловал бы? Да, может быть, да, может быть. Что бы такого крутого, за что бы респектнул бы? Ну, ты видишь, у нее текст, он бурятский. Когда, пусть он даже рэп, а мне рэп, ну, в принципе, это не мой, грубо говоря, стиль, я могу весь трек дослушать, и у нее текст, он наполнен смыслом, он, знаешь, и он даже, знаешь, я приводил цитату, она говорила, что «Шини шарае», ну, я конкретно не помню, да, «Хамагаха ирхим ханаб», да, то есть я даже, знаешь, ну, у многих местных бабушек такого выражения слышал, да, что «Хиннигне шарае ирхим ханаха», грубо говоря, то есть она, знаешь, она, так скажем, своего парня, она так воспевает, так, знаешь, с такой, знаешь, энергией. Не то, что я не говорю, я не хочу выражаться такими, знаешь, избитыми фразами энергия, дух, там, не знаю, там, оттуда, да, и так далее. Мне больше, знаешь, то, что он, ну, глагол, грубо говоря, да, он в конце предложения стоит. У нас глагол фиксированной позиции, не как в русском языке плавает, да. Читаю я книгу я читаю, Вася читает книгу. А в бурятском конкретно би номончина, там, тыры номончина, и так далее, видишь? И чувствуется, что она именно на родном языке соображает. Окей. Амгалан, если про тебя говорить, ты насколько сам себя оценишь от 1 до 10 по части знания бурятского? Я где-то думаю, что между 7 и 8 и 8 и 7 где-то, вот так, скорее всего. А кому мог бы 10 поставить? 10 я могу поставить, знаешь, если говорить из тех, кто сейчас именно жив, я думаю, что Жаргал Бендлэч Бадагаро, да, 10 я поставил. Хотя я предполагаю, что он бы сам про себя так не сказал бы. Хорошо. Это есть такое правило, хум бы ехал дугуй. А из тех, кто мертв, кому? Из тех, кто мертв, ну вот смотри, ну, нам Сарен Хуса очень хорошо писал. Ты, допустим, слышал ГСР в оригинальных вариантах, типа там Папа Тушемилов или вот такого рода авторы? Конкретно ГСР, чтобы читали, да, я не слышал, но примерно представляю. Тебе ГСР, допустим, иркутский какой-нибудь вариант такой древний дать, ты сколько процентов поймешь оттуда? Я думаю, что, ну, 90, может, 95. Реально, да? Да. Это же вообще круто. Да. А, допустим, какую-нибудь песню старую, типа «Наин Нава», ты понимаешь? «Наин Нава», да. А про что эта песня? Я вот конкретно спрашиваю, они говорят, ну это вот, ну просто песня. Ты можно хочешь объяснить «Наин Нава» это про что? Ты знаешь, я ее слушал, ну, последний раз около лет 5 назад. Давай можем ее сейчас послушать и примерно. А давай. Хотя бы вот на этом отрывке. Ну, видишь, песня народная, да? И, соответственно, понятно, что речь идет о местности, так скажем, Заеннова, Наеннова, да? То есть, получается, у нас вот строка. И... Заен — это как судьба, типа? Или там Зая, если бы это было бы именно судьба, было бы Зая, да?
она поет Заян. То есть это имя собственное, да, какое-то? Это уже, да, видимо, скорее всего, топоним. И да, получается, как песня, в принципе, как и предполагается, народная песня, да, именно этот топоним, он, так скажем, иногда именно вот эти имена собственные, да, они превращаются в глагол, да, наяле, да, так скажем, и... Что такое наяле тогда? Ну, вот видишь, надо знать именно знание конкретного вот этого топонима, наинного, да. Ну, можно понять, что наин это... Ну, это типа улан-удэнец, да, если бы мы... Ну, видишь, это, знаешь, это... В принципе, многие народные песни, не только бурятские, допустим, там, может быть, и некоторые дагурские или баргутские, да, там, в принципе, если у шинхэнцев спросить, у них так была такая песня. Ну, что вижу, то пою, на самом деле, да, там. Типа, ты знаешь, это как будто было бы улан-удэ, люблю, не прям так, что люблю улан-удэ, да, а улан-удэ мой, или как-то, знаешь, так скажем. Я понял примерно. Да, вот примерно, да. И там, ну, в принципе, слово не вот так, да, ну, да, родные места и так далее. Ты сразу по речи поешь, кто откуда? Могу предполагать. Вот, допустим, как иркутян, есть какой-то лайфхак, чтобы сразу узнать, что это иркутский? Шибалет. Ага. Шибалет. Вот, то есть это такое слово, благодаря которому ты сразу знаешь, откуда человек. Что за слово? Расскажи для тех, кто не знает. Шибалет — это в Библии оно встречается. Я конкретную историю не помню. Те, кто хочет, может в Википедии прочитать. Но конкретно о чем речь? О том, что кого-то попросили сказать слово шибалет. Кто-то они не могли это слово произнести, они произносили его как сиббалет. Они таким образом себя выдавали, и получалось, ну, что это те, кого искали, грубо говоря, ну, врагов какой-то, так сказать. По-моему, и речь была о сирийцах или о евреях. Я не помню, но такое понятие есть, да, шибалет. В общем, ты знаешь, я не по словам, а по общей мелодике речи и по звукам, в принципе. Курумкан и Волга — это примерно то же самое, что Иркутск? Курумкан и Волга, но и Волга вряд ли. Вот, а Курумкан и Баргузин, в принципе... Похож на Иркутск? Похож, но есть свои нюансы. Есть свои нюансы, да. Как агинцев узнать? Агинцев узнать по мелодике. Типа у них мелодичнее, чем у остальных бурят? Ну, смотри, как я скажу по... Так скажем, не то чтобы на литературном, но как я сказал бы. Мыднугоеви, ага, там скажем, Мыткуеви, там меня спросили, ага, Гаэлыкси Ханова, я говорю, Мыднугоеви, а что скажешь, дагинец? Мыткуи. Я понял, хорошо. Ну, я не говорю, что все так говорят, но есть такая, так скажем, склонность. А центральный район, там, Кижинга, Бичура, их как отличить от других? Ну, есть какие-то слова, видишь, я сразу на скидку не вспомню. Хорошо. Ты знаешь, вот если бы здесь были бы, вот сидели буряты, и каждый бы сказал бы что-то, причем, видишь, и это тоже будет не чистый эксперимент. Нам нужно выйти на улицу и уже где-нибудь сидеть и слушать, как люди говорят. Потому что если они здесь будут сидеть, они будут стараться говорить максимально правильно или же стараться кто-то на литературу, скажем, да, постарается, да. У кого аутентичное произношение? У бурятов из Бурятии или у бурятов из шинхэнцев? А что под аутентичностью ты имеешь в виду? Типа как буряты говорили лет 150-100 назад. Конкретно, если мы говорим о хоринской группе говоров, именно конкретно о хоринской группе говоров, я могу сказать, что в плане фонетики ага, яруна, кижинга, в принципе, они достаточно соответствуют. Но в плане синтаксиса и вообще в плане лексического состава шинхэнцы ближе. Но если мы будем искать какой-то правильный бурятский, то где его сейчас стоит искать? И можно его найти? Ты знаешь, я бы вообще не стал бы оперировать таким термином, как правильный. Хорошо. Потому что если мы скажем, что кто-то правильный, кто-то неправильный, это будет неправильно. Ты как-то у себя в сторис писал, что надо типа завязывать с вопросом хантипши. Да. Почему так считаешь, Мгалан? Я считаю, что мы должны уже, так скажем, прекратить между собой все эти ты оттуда, ты отсюда, так скажем, да. И, ну, так скажем, более-менее представлять из себя единую эту. Я не говорю о том, что все, надо забыть свое происхождение. Я говорю о том, что этому не надо придавать такое первостепенное значение. Ты сам можешь типа по характеру там, или по лицу определить, откуда чел, когда общаешься? Я могу предполагать, но я могу предполагать. Ну вот ты для себя примерно предположил, откуда я? Нет. Я поскольку такой цели не ставил. А если поставишь? А если поставлю? Ну, а ты по-бурятски говоришь? Очень скверно. Очень скверно, но давай я тебе скажу пару фраз, а ты попытаешься их перевести на бурятский. Хорошо. Скажи... Очень простых только Мгалан. Ага.
Я шел сюда из дома. Би-гр-ге иреп. Би-гр-ге иреби, да? Мгм. Би-гр-ге иреби. Ну, ты не говорил с детства по-бурятски. Ну, так, чисто что-то... Я уже задолго после 20 начал изучать. Ага. Ага. Ну, смотри, что конкретно о твоем лице я могу сказать? Я не могу сказать, что... Я не могу сказать, что ты Саги. Я не могу сказать, что ты Скишинги. Я не могу сказать, что ты... Ну, Дашинимаев, но... Это фамилия, да, так скажем. Ну, видишь, как сказать... Ну, бурятская фамилия, да, но... У тебя, видимо, кто-то... Тибетская тогда уж. Ну, это понятно, что, ну... Видишь, если сказать, что тибетская, да, люди могут подумать, что у тебя, блин, предки тибетцы и так далее, да. Ну, я не знаю, откуда ты. Ну, я могу предполагать, но... Хорошо, ну ты можешь при себе ведь оставить предположение, если хочешь. У тебя, видимо, кто-то есть, да, видимо, бабушка, дедушка или отец, мать из, ну, из русских, да? Да. Есть, да? Да. Ага. Ну, потому что... Ну, как сказать, пигментация, в принципе, да, эпикантус. Ну, видишь, ты знаешь, что такое эпикантус? Ну, это дабхряшка. Нет, это вот это, видишь? Вот это. Складка кожи. А дабхряшка это что? Ну, дабхаря это уже больше к векам относится. Нет, да? это, я думал, что это одно и то же. Ага. Видишь, у нас разговор, он, знаешь, как-то уже начинает, так сказать, какие-то расовые эти переходить. Ну хорошо, давай. Да, вообще, я даже думаю, что... Тормознем на этом тогда? Да, тормознем на этом, потому что, видишь, когда я говорю людям, да, ой, у тебя как... А что это болезненная тема, да, Амгалан, для людей? Для людей это болезненная Да тема, ты чё? и видишь, я... Просто они сразу думают, люди, когда обычно говорят, и если они посмотрят эту передачу, они потом скажут, ой, у тебя пикантуса нету, там все такое, да, там, скажем, да, что ты не бурят, да, иди нафиг, да, там все такое. Но я не хочу об этом сильно говорить. Да не, я обычно общаюсь с людьми, свободно довольно разговариваю. Видишь, когда я говорю, что людям, ой, скажите еще раз, прям мне интересно у вас прям такой звук, ой, я неправильно сказал, да, и знаешь, у людей самооценка начинает падать, они думают, что что-то прям Хорошо, плохое это. хорошо. Правда, что в бурятском нет матов? В бурятском есть маты, но они не такие, как в русском. Ну, какие, допустим, самые жесткие ругательства в бурятском? Самое жесткое ругательство, это, знаешь, чтобы ты провалил в тьму 7 ночей. Ну, такое, да? Да, это аналог послания 3 буквы в русском языке. Видишь, у русских это половой орган, грубо говоря, а у бурят это тьма 7 ночей. Ну, получается, маты, которые в бурятском есть, они в основном заимствованы с русского на сегодняшний день. Но видишь, а бурятские ли это маты? Ну, вот, а кто сказал, что эти маты, это часть бурятского языка? Ну, допустим, вот монгольский взять, это, вот что они нам ругаются, пизда там или дурак, да? Это же из русского, правильно? Да, из русского. Это самое странное, кстати, на монгольском ругательство, или есть хуже? Вот хуже пизды есть на монгольском что-нибудь? Ну, цхигиазмар, допустим, да, там типа... Это еще крепче, да? Типа? Это, ну, это не то чтобы, ну да, ну, крепковатые выражения, да. Ты же с монгольского тоже переводишь? Я с монгольского, да, перевожу. Но получается, допустим, пизда в монгольском, это же не то же самое, что пизда в русском, это разные Нет, вещи. там, это, знаешь, это оно утратило ярко-негативную окраску. А там что значит, ты можешь примерно перевести? Ну, ты знаешь, Или, это выражение досады, вот что-то такое. Типа эх, вот такое что-то. Ну, БЛ и... Я понял. Да-да-да. Окей. Да. Хорошо. Если говорить с тобой как с человеком, который хорошо знает бурятский и монгольский, тебе какой больше заходит? Какой красивее язык, монгольский или бурятский, на твой субъективный взгляд? Я бы не стал бы оперировать красивее. Каждый язык красив. Хорошо. А можно говорить, Амгалан, какой язык более древний, монгольский или бурятский? Ну, я так тоже не оперирую. Ну, вообще, как бы наука нам может ответить на этот вопрос? Ну, наука, видишь, я не стал бы говорить, и в монгольском есть какие-то древние явления, да? И в бурятском есть какие-то древние явления, да? Ну, допустим, чуваку, типа, современнику Чингисхана было бы легче понять бурятский или современный халхасский? Ему было бы сложнее и тот понять. Да? Но в некоторой степени... Блин, знаешь, если я сейчас скажу, что такой-то, да? Ну, скажи, Амгалан. Видишь, люди потом скажут, у людей будет чувство неполноценности, они захотят... Да не будет, а что такого-то? Это же как бы язык развивается, живая тема же, а не что-то, не памятник. Ты знаешь, давай я тогда скажу. У тебя есть карандаш? Или... Ручка, есть авторучка. Ручка есть ручка. Вот смотри, предположим, мы... есть такое понятие, среднемонгольский язык. Среднемонгольский. Среднемонгольский. Когда мы говорим среднемонгольский, мы не имеем в виду тот, который в центре Монголии. Мы говорим о средневековом монгольском. Причем этот язык, он даже не как мы думаем сейчас, да, стандартизированный, что все говорили как все, да, что на западе Монголии, что на севере Бурятии, что на юге Монголии говорили одинаково, да. Это, так скажем, группа
диалектов, может быть, да, была среднемонгольская группа диалектов, да, на английском его называют Middle Mongolian. Ну, среднемонгольский, так скажем, да. Ну, из него выросли все вот эти современные, которые у нас есть, да, монгольские языки, там, скажем, вот опять-таки сам монгольский, да, который в Монголии говорится. Халхасский да, современный. Да, халхасский, да. Бурятский говорим, да, там. Ну, какой еще вот, калмыцкий, да, так скажем, да. Еще какие у нас языки есть, дагурский, да, скажем, да, есть, там монгорский, да, или там дунсянский, бауанский, может быть, еще. Ну, так скажем, да, если вопрос еще раз повтори. Я спрашивал, какой древнее халхасский или бурятский, и какой был бы понятнее жителю Монголии. Видишь, если бы говорить о среднемонгольском, если сейчас на машине времени привезти чувака оттуда, да, он больше бы, знаешь, кого понял бы, он бы не во всех случаях и не всегда. Но? Он больше понял бы, я думаю, что халхасцев, калмыков, и дагуров, скорее всего. Да, ну и, разумеется, еще ордысях очень думаю, но я не говорю, что... не буряты. Но это не буряты. Ну, окей, вот я об этом и хотел узнать. Видишь, бурятский сам по себе, в нем есть черты, которые в какой-то степени относятся, ну, я думаю, знаешь... К какому-то языку еще? Ну да, я не стал бы тоже так говорить, видишь, мы не знаем-то полностью среднемонгольский, это надо только изучать. Но в бурятском есть, так скажем, древний глагол на «а», о котором писал, ты, может, читал, да? Ну, это был такой глагол древнемонгольский, да? «Ахо», да, то есть «быть». Он на бурятском языке превратился в частицу «ха», да? Там, у нас в бурятском языке очень много частиц, там «алте», «ад», да, там. Еще какие, да, там «ага», вот эти условные, да, условный постелок, да, они все от этого глагола. Окей. Да. То есть, видишь, на основании моих знаний среднемонгольского я не встречал, чтобы даже в среднемонгольском он так активно употреблялся, а он мало того, что у нас активно употребляется, так он уже давно в частицу, можно сказать, превратился. Окей. Для тех, кто не врубается, разница между современным бурятским и современным монгольским, это типа как русский и украинский, можно сравнить? Нет, я думаю, больше это как современный русский, как современный белорусский. Вот так вот. Да. Хорошо. Амгалан, у тебя бурятское имя? Амгалан. Амгалан. Можно вскидку назвать 3 таких исконно бурятские имя типа Амгалана? Ну, Байсхалан, да. Сразу можно понять, что основа Байсхаха, да, Байсаха. Еще какие Арюн, Тоя. Достаточно. А есть такие амгалан имена, которые есть в бурятском, но их нет в монгольском? Есть. Какие, например? Иржин. Это чисто бурятская тема, да? Да. А еще? Надо подумать. Как вообще относишься к заимствованным именам в бурятском языке? Словам или именам? Именам. Пока именам. Ну, нормально. А как мне больше к ним относиться? Ну, типа, тебя смущает, допустим, когда бурятов называют Алеша, например, или там Сергей? Да пускай называют. Вообще без проблем. Если хотят, пускай называют. Хорошо. Если говорить не про имена, а вообще про заимствование слов, есть такое, что тебя калят, жестко накаляет по части заимствования, или тоже так же спокойно к именам относишься? Ты знаешь, 2 года назад меня накаляло бы, да, или там 3 года назад, да. Сейчас, знаешь, ну кто я такой, чтобы им указывать? Пускай говорят, как хотят. Откуда взялись такие типа древних заимствований, типа, не знаю, ушел, это же очень давно вошло в бурятский язык? Или али в значении или? Я бы не сказал, что они древние. Это не древние, да? Максимум 80, может быть, 100. Да ты что, ушел это лет 80-100 всего? Да. А как по-бурятски, типа дахин? Или дахин, улам, иногда без этого. А вместо али что можно сказать по-бурятски? Уэха. Если нет. Ну, имеется в виду, знаешь, это, допустим, кружка или книга, да? А я уэха нам. Примерно так. Но это, знаешь, это все надо на живом, так скажем. Хорошо. Как быть со словами типа там мышь или клава современными? Клавиатура в смысле. Мышь? Ты сам как по-бурятски говоришь, мышку называешь? Холгана. Ну, то есть ты реально, когда говоришь, что у меня что-то мышка глючит, ты как? Холгана мне рютный, да, или что-то как-то вот так. Да, видишь, это кому-то смешно покажется, но мы должны понимать, если уж мы проявляем, так скажем, эти политические тенденции, то давайте тогда, ну, это просто дело привычки, грубо говоря. Сначала, конечно, все будут смеяться, а потом привыкнут.
До какой границы ты хотел бы вот слова ограничивать заимствованные слова, использование заимствованных слов? То есть мышь, окей, но какое-нибудь заимствованное старое слово не из бурятского. Санхо, типа, это же из китайского, правильно я понимаю? Китайского, да. Но это нормально, допустим, когда мы китайское слово используем? Видишь, вот хороший пример хилема. Это русское слово хлеб. Но оно уже настолько вошло в наш лексический состав, и уже, так скажем, наш бренд, можно сказать, да? Бурятский хлеб, он очень знаменит в Монголии. Бурят там знает по хлебу. А он там тоже называется хлема или талх? Он там, знаешь, называется, именно на упаковках там написано, господи, сейчас вспомню. Ну, он называется бурят талх, да, но там еще и бывает подписано япошек там, да, или что-то такое. Ну, это лепешка. Ну, да, лепешек, да. А так, сами буряты в Монголии, да, они продолжают употреблять в большинстве случаев слово хлема, ну или халема, там, скажем, да. Хорошо. Да, вот эти слова пусть они остаются, да. А видишь, ну, я сейчас как будто так говорю, как будто я управляю бурятским языком, на самом деле я не управляю бурятским языком, народ сам должен решить. Если им нравится мое мнение, то пожалуйста. А вот эта вот тема же, знаешь, в Бурятии говорят но, в смысле да. Это как-то связано с бурятским языком или никак не связано? Нет, это не связано с бурятским языком, потому что на Урале тоже говорят но. Да ты что? Потом герой мема «Две тапочки улетели», да, беззубый такой парень, ты, может, видел? Не видел. YouTube, да? Ну, он там тоже говорил но. Эй, похуй! А ты домой ехал-то в Курган? Да! С Екатеринбурга? Да! А, окей. Да. Это, короче, не бурятская тема вообще. Это, ну, я думаю, что, скорее всего, уральская, может быть. Хорошо. У тебя в шапке профиля в инсте написано «Преподаю, исследую, обучаю, деколонизирую, поясняю за бурятский язык». Да. Как сейчас с бурятским в Бурятии дела обстоят от 1 до 10, если ранжировать? Сколько поставил бы? 6. 6. Ну, 5, 6, это так. Что значит деколонизирую? Деколонизирую, ну, это означает, знаешь, конкретно в моем случае деколонизирую означает то, что я людям показываю, что не надо думать, ну, когда ты говоришь на бурятском, надо думать на бурятском. Постараться хотя бы. Ну, то есть, чем у тебя же деколонизированный курс, а чем он отличается от колонизированного курса? Ты знаешь, вот бурятский язык, допустим, это, скажем, советской, постсоветской эпохи, да, там, скажем, они говорят, что, дескать, нужно писать, если писать, да, бурят олсай нислыл тире улан-удэ. Столица Бурятии Улан-Удэ. Да. Я бы написал бы вместо тире хада или бол-бол. Видишь, вот в этом, да, то есть имеется в виду, я, так скажем, избавляю бурятский язык от налета, от неоправданного налета русского языка. То есть, видишь, надо сказать, что когда, так скажем, ну, наступила вот эта эпоха построения советского человека, это затронуло еще и языки, причем не только бурятские, и все остальные языки, не русские языки в СССР. А можешь мы какой-нибудь пример неколонизированного языка привести? Неколонизированного языка? Ну, это, в принципе, и с политикой тоже коррелирует. Ну, какие страны были не колонизированы? Это Япония, Корея. Ну, Япония, Корея была колонизирована Японией. Ну, она была колонизирована Японией, но она не была колонизирована Западом. Да. А большая разница, кем колонизирована? Ну, да, я думаю. Хорошо. Одно дело, когда тебя колонизируют люди, так скажем, люди, которые, так скажем, в одном регионе с тобой проживают, которые подверглись такому же влиянию конфуцианства, скажем, да, так же, как и Корея и Япония, да. Я не говорю, что это хорошо вообще, быть колонизированным. Быть колонизированным — это вообще тупо. Почему? Ну, быть колонизированным — это означает, что, так скажем, твою культуру, да, и твой язык, вообще твою внешность, тебя самого доставить ниже, чем у белых господ, так скажем. Да. Окей. Да. Ты сейчас сказал, что оценил бы на 6 из 10 состояние языка. Если бы ты, допустим, был бы цыденом, ты что бы сделал бы на его месте? Во-первых, я бы вывески все, так скажем, да, ну, сделал бы так, чтобы у всех государственных и желательно, так скажем, частных учреждений были вывески на 2 языках. Это раз. Второе, короче, закон о вывесках какой-нибудь принял бы. Ну да, и конкретно еще из дизайна, видишь, бывает так, что русская надпись наверху, а бурятская внизу. Или она вообще мало того, что внизу, она еще и... Чтобы они шрифтом одного размера типа были сделаны. Да, она еще и мелким шрифтом. Зайди в наши, так скажем, торговые сети, там бывают вывески. Огромными буквами написано
русская надпись, да, на русском языке, а там, знаешь, ну так. Я понял, главное. А кроме вывесок, что еще? Кроме вывесок, ну, уроки бурятского языка, это раз, потом переподготовка учителей бурятского языка, да, ну, согласно более-менее, так скажем, бурятской философии, да. Активная пропаганда вообще того, что бурятский язык это не какой-то язык деревенщин, да, так скажем, да, или, ну, так скажем, надо дать понять, что конкретно бурятский язык такой же язык, как и русский, значит, на нем и будут и постановления, да, все государственные служащие, да. Как ему Цыденову дать понять, что он такой же, как русский? Ему же надо вот конкретно какие-то действия, вот типа вывесок, которые ты сказал, более конкретные, да? А дать понять, это уже как-то вообще непонятно, что именно делать. Как ты дашь понять? Так же просто не дашь понять, надо же что-то именно... Ты знаешь, если бы он был передо мной, я бы начал бы разговор с дальних, так скажем, этих. Да, а конкретно, ну просто этих мест очень много, чтобы сразу охватить. Это отдельный выпуск. Ты слышал, как Цыденов говорит по-бурятски? Я слышал, но немного. Как преподаватель, как оценишь его уровень сейчас? Можешь сказать, в чем проблема именно как препод? Он же сколько, 4 года уже. Ты знаешь, мне кажется, что действительно за него хорошо пишет текст, но у него фонетика не очень поставлена. Надо упорно, долго работать с фонетикой. Это от того, что как бы он не прилагает должных усилий, или, возможно, просто у него склонности к этому нет? Я думаю, что склонность есть. Не склонность, а, так скажем, умение вообще выучить язык, освоить его фонетическую базу, доступно любому человеку. Но все дело в желании. Было бы у него желание, он бы прилагал бы к этому усилия. Я не, так скажем, это мы конкретно можем узнать только у него, у самого. Ну, понятно, конечно. Да. Это мое предположение. Как препод какой-то совет мог бы дать ему, который мог бы помочь ему быстро освоить? Слушать бурятские песни. Хорошо. Да, там с фонетикой тренироваться. Пусть наймет преподавателя. А главное, если бы сейчас появилась порнуха на бурятском, это хорошо или плохо для языка? Смотря какая. Ну, порнуха мужчина с женщиной трахаются. Не, да, конкретно. Что, ну, сюжет, поза или что? Скажи сюжет мне. Ну, какую-нибудь взять там старую, пришел сантехник к одинокой девушке, начал чинить, а потом дело закончилось сексом. Ну, видишь, если бы, ты знаешь, если говорить именно о такой сфере, я думаю, что это было бы, так скажем, ну, для бурятского языка это было бы как минимум не несло бы какой-то, как сказать, негативное влияние. Негативного не несло бы. Не несло бы, не несло бы. Ну, смотря вообще какая-то такая, опять-таки, какая, так скажем, кино для взрослых, какие в нем смыслы были бы заложены в фразах между персонажами? Ну, какие фразы? Просто там «я хочу тебя, давай еще, я продолжай», все такое. Видишь, это нюансы, они достаточно, ну, они важны. Видишь, а люди посмотрят, и они начнут это, скажем, ну, претворять в жизнь. Да, они начнут это претворять в жизнь и... Ты имеешь в виду повторять фразы оттуда? Да, повторять фразы, и они, возможно, будут как-то над ними прикалываться, менять их, да, так скажем, и употреблять какой-то, знаешь... Кто-то посмотрит это кино, а потом будут кричать на улице, да, какой-нибудь девушке, да, эти фразы. А девушка, она не будет знать, что, откуда эти фразы, грубо говоря, были взяты, да. Не будет или будет знать? Не будет знать, не распознает месседж. Видишь? Над этим надо долго подумать. Есть два слова «мангат» и «орот». Я правильно понимаю, что «мангат» — это ругательное, а «орот» — это не ругательное? Но мангат, или «мангат» изначально не было ругательным? «Мангат» оно было изначально ругательным, а потом оно сменило на нейтральное, так скажем. То есть сейчас, когда мы говорим «мангат», это мы никого не оскорбляем? Нет, мы никого не оскорбляем. Если это кому-то кажется оскорблением, но... Пускай считает, что это оскорбление. Хорошо. А откуда? Но я говорю, что это, да, это нейтральное выражение. Да. Это оба, это хоринские слова или откуда? Я слышал, что типа «мангат» это изначально какое-то иркутское слово. Западно-бурятское, да. Иркутское, да, западно-бурятское, а на этой стороне Байкала «орот» говорили. Ну и на этой стороне тоже. Потому что и западно-бурят здесь тоже регулярно были такие перекочевки. Окей, хорошо. Но вообще логика, вот, она еще и у амурских народов есть, да, там тоже русские называют не иначе, как лауча. Я не знаю, что такое. Ну, это чудовище. Да. Мангат это по аналогии с, как его, мангатхай? Вот это? Это от слова мангус, ну, мангас. Да, то есть чудовище. То есть только у нас конечная «с», она в «д» превращается. Хорошо.
Я у тебя в сторис видел, ты как-то говорил о каких-то простых шагах, которые можно предпринимать для развития языка, типа на кассе общаться, ну, спрашивать у кассира там по-бурятски или здороваться, вот что-то такое. И когда мы с тобой переписывались, я тебе начал писать, я думаю, так написать, ну, типа, привет, Мгалан, думаю, я напишу Саен Мгалан. Мне как бы не принципиально. Но я очень удивился, когда ты мне обратно ответил, я тебе написал Саен Мгалан, а ты мне обратно по-русски ответил привет. И я такой думаю, ну ладно, типа, и сегодня, когда мы начали переписываться, ты мне первый написал, и ты тоже мне написал привет. Я такой думаю, блин, а почему он по-бурятски не пишет? И, то есть, меня как бы это не задевает. Видишь, меня, я не люблю полумеры. Угу. Я не люблю полумеры, и видишь, когда мне пишут Саен Мгалан, да, там, что такое, да, ты знаешь, лично для меня это кажется, ну, не то чтобы мешанины, да, ну, какой-то, знаешь, я не могу это конкретно выразить, я просто не люблю полумер, грубо говоря. Если уж ты начал, грубо говоря, с бурятского слова, то изволь весь текст писать на бурятском языке. И тогда бы, да, я тебе ответил бы на бурятском языке, да. Если на русском, то, типа, то, что я продолжение написал на русском, поэтому ты мне ответил привет. Да. Хорошо? Да. У тебя есть проект в инсте ОЗИ или ОЗы? Улзы. Там написано ОЗИ, я сначала думал, типа ОЗИ, типа встретимся или ОЗы? Нет, это латинизация такая. Хорошо. Короче, ты каллиграф. Занимаешься каллиграфией? Да, занимаюсь каллиграфией. Правда, что каллиграфия помогает от стресса? Ну, кому как. Ну, ты когда стрессуешь, ты типа... Нет, когда я стрессую, я слушаю музыку. Кому как. Кому-то хочется порисовать, да, кому-то хочется музыку послушать. Сколько примерно лет вертикальному письму? Ну, 800. Ну, если говорить об известном нам памятнике монгольского письма. А сколько буряты используют его уже? 800. 800 используют? Да. Но, видишь, тогда не было как таковых бурят современных. Были племена, которые составили основу современной бурятской нации. А вот западно-бурятские роды, они тоже использовали эту тему? Видишь, в западно-бурятском же ГСРе есть строки, где говорится, по-моему, тахда бушикте или как-то так. Но бушик слово есть. Значит, им идея письменности она была знакома. Потому что у народов, которые не знают письменности, они письменность называют рисунками зачастую. Окей. Да. Я просто где-то видел записи ГСР, которые там, ну, им там лет 200 или что-то такое, и они были кириллицей записаны. Но это были ученые, да, тогдашние ученые, востоковеды, да, которые приезжали туда, но им не лет 200 назад об этом не знали, лет 100 назад. Они записывали русской фонетической азбукой. Хорошо. А сами западные буряты, те сказители, и, в принципе, которые здесь были, за Байкалье тоже, они все в памяти держали это. Окей. Можно я вернусь к Вакке, с которой мы начинали разговор. Мы с ней как-то разговаривали, она, поскольку выросла в Китае, они там, буряты, на старомонгольском обучаются. То есть у них как родное письмо старомонгольское. Да. Ну, я говорю, я не спрашиваю. Да, я понял, да. Я не спрашиваю. И тут она начала изучать кириллицу. Ну, видимо, чтобы там с халхастами, может, общаться или еще что. И мы такие спрашиваем, ну и что, типа, как тебе кириллица? И она говорит, что, кириллица, она гораздо удобнее, чем старомонгольское письмо. И как бы гораздо логичнее и понятнее для бурятского языка. Ты согласен с такой точкой зрения? Это она так говорит. Это она так сказала, да. Потому что я офигел, я думал, что, типа, что это круто же, старомонгольское письмо. Ты знаешь, кириллица в чем удобнее монгольского письма, конкретно для бурятского, в том, что она основана на фонетическом принципе. То есть, как слышу, так и пишу. Да, и за счет этого можно выразить, знаешь, так скажем, если мы пишем слово «хэн» на монгольском письме, мы пишем его через «сэн», через «с», да, мы пишем. Или, допустим, слово «уртхал» мы пишем как «урсхал». Урусхал. Д на С меняется, да? Да, Д на С меняется. Это, кстати, об этом люди не придают такого большого значения. Как оротарос, такая же тема, да? Да, в бурятском языке есть такое вот. И если мы говорим о каких-то там, скажем, текстах, именно там, где важна именно разговорность, да, именно выражение, так скажем, какого-то особого разговорного стиля, да, в таких ситуациях кириллица, она, поскольку следует фонетическому принципу, она удобнее. Но это не значит, что на монгольском письме такое нельзя сделать. Ну, понятно. Да. Если бы можно было только одно оставить кириллицу или старомонгольское, ты что бы выбрал бы? Для бурят? Для современных бурят? Да.
Но если вот прямо сейчас, я бы, наверное, оставил бы кириллицу, потому что в первую очередь мы должны задумать над витальностью языка. Сначала давайте уж хотя бы научимся нормально кириллицей владеть, да, бурятской кириллицей. Ты пишешь эскизы для татух на старомонгольском? Бывает. Что обычно люди заказывают, какие надписи? Ну, не особо, знаешь, не особо такие, не с фантазией, что называется. Ну, приведи пример, типа. Ну, имя свое. В 1933 году отменили вертикальное письмо в Бурятии. Ну, не прям уж отменили, но просто перевели, а какое-то время еще использовали. Это действительно сделали злые коммунисты, чтобы лишить бурят самосознания, как ты думаешь? Ну, во-первых, тогда была идея мировой революции, надо помнить, да? Что, дескать, красный штык, да, ворвется в Европу, да, и там будет. И чтобы было легче всему миру, так скажем, красному коммунистическому жить в братстве и в равноправии, была идея, что нужно перейти всем на, как бы сказать, на латиницу. Потом эти планы, они были, так скажем, отодвинуты на второй план, и актуальным было, так скажем, укрепление самого Советского Союза. А укрепление как? Укрепление вокруг, ну, советской нации, так скажем. Поэтому все на кириллицу переводим. А нет, видишь, надо понимать, что они поступали так, как считают нужным. Они это кто? Ну, коммунисты. Ну, советские власти, в смысле, или тут на местах? Ну, советские власти, потому что не только нас, так скажем, лишили, да, письменности, но еще и... Ну, в смысле, это не было актом, чтобы взять и поднасрать бурятам? Видишь, это не было актом именно, так скажем, вот мы берем, да, и вот бурят надо оторвать от своих корней, да, там, скажем, это не было, ну, это уже, знаешь, это, как бы сказать, ну, не то, что придумка, да, просто надо понимать, что они поступали, как считали для нас лучше будет, да. И видишь, то, что они считали, что для нас лучше, в результате чем для нас выразилось. Есть еще такая тема, что как будто специально разделили бурятские и монгольские. Там же есть тоже такие отличия, которые, в принципе, не отличия. Вот, допустим, от н, которая пишется у монголов отдельно, у нас же она в слове пишется, у них она пишется отдельно. Да. Понял, да? Да. Там номынь или, к примеру. Да, номынь, да. Как думаешь, это тоже спецом сделано, чтобы разъединить? Это не спецом, да? Просто разные философии, так скажем, сработали. Ну, короче, там спецслужбы, это ни при чем, да? Ты мне покажи, где это написано, просто посмеяться мне хочется. Хорошо, но это не написано, это я слышал разговоры. Нет. Хорошо. А главное, ты мог бы себя отнести к бурнацикам? Нет. Для тебя вообще это оскорбление не очень хорошее слово бурнацик? Ты знаешь, если честно, я не встречал классических бурнациков. А кто в твоем понимании классический бурнацик? Это какое-то мифическое, слово, да. Может, пару раз оно мелькало, да, в начале нулевых на страницах наших газет, да. И, как бы сказать, под этим уже подразумевается какой-то карикатурный персонаж, да, такой, знаешь, насупленный, такой, знаешь, прямо чуть ли не в берце ходит, ну, такой, знаешь, бурнацик, да, вот. Ты знаешь, это какой-то больше не то, что карикатурный образ, карикатурный образ. Ты встречаешь людей, у которых перебор немного с этой темой идет? Знакомы тебе такие, или, может быть, ты... Ты знаешь, если бы я и встречал таких, они мне не говорили об этом. Да. Хорошо. Но для тебя где лежит грань между здоровой темой и когда это уже нездоровой формы принимает? Когда это начинается, вот прямо мы, знаешь, встречаю вот такой, сейчас тебе, как бы сказать, можно здесь чуть-чуть долить? Конечно. Когда говорится, что вот все письменности из монгольского письма произошли, там, скажем, прямо наш язык самый древний, да, там, скажем, вот, что все эти русские слова вроде «нос», да, это наше слово, это наше монгольское слово «нос», да, там, скажем, да, я причем на странице учебника это даже встречал. Я не помню, какой конкретно учебник, но видел, что это было на печатной продукции, да. И то, что, дескать, наша великая кочевая цивилизация, там вот что-то вот такое, знаешь, это сразу чувствуется, когда обычные тексты, которые производятся этими людьми, они мало логически сложены. Хорошо. Да. Пару вопросов еще, Амгалан. Бурят, который не знает бурятского, бурят? Бурят. Лучшая книга на бурятском из тех, что ты читал? Ну, давай Уры Талун скажем. Что за книга, расскажи, пожалуйста. Ну, Хацаным Сарай. Да. Лучшая песня на бурятском? Алтаргана. Сэммена или Хэмена? Хэмен. Эмэсан или Мэхан?
Эмехан. Кто круче, ты или Будагаров? Будагаров. Обращаться к родителям на ты или на вы? На вы. Ты обращаешься на вы? На вы. Какие плюсы от этого? Ну, так скажем, да я не сказал, чтобы есть минусы и плюсы. Ну, так заведено. Окей. Кто важнее, мать или жена? Мать. Глава Бурятии должен быть бурят? Не обязательно. Самое красивое женское имя на бурятском? Надо подумать. Мужское? Надо подумать. Бурятия или Бурят Монголия? Бурят Монголии. Какое слово обиднее, мангадяра или бурятос? Оба. Бурятос — это оскорбление? Оскорбление. Ясно. Некоторые буряты между собой друг друга называют бурятосами. Ну, ты знаешь, это очень самоколониалистично. Хорошо. Если ты завтра покончишь с собой, а взамен все в Бурятии заговорят на бурятском, согласишься на такую тему? Сложный вопрос. Надо подумать или не сможешь ответить? Это знаешь, это как у Лапенко «Сдохни или умри», что называется. Ну, не прямо, конечно, так, а знаешь, как-то... Ты Лапенко смотришь? Ну, бывает, но так, не особо. С удовольствием? Ну, так, первые выпуски смотрел, а что-то мне не особо как-то зашло. Ну, я понимаю, что человек старается, интересно очень, но эстетика, так скажем, позднего социализма хорошо воспроизведена. А и в плане вот Санг, в принципе, там норма двойная. И Сэмбен тоже. Просто ты мне даешь альтернативу, а... Ну, я то, что тебе ближе. Да, но если конкретно мне ближе, да, то... Окей, мы закончили. Хорошо. Спасибо вам. Спасибо. Ты принес с собой кисть. Да. Можем мы тебя попросить что-нибудь написать? Можете. Ну, тогда мы просим. Слушай. Ну, мы хотим дать волю твоей фантазии и написать то, что ты считаешь нужным. Видишь, я ожидал вопрос, что меня попросят перевести хорошо, ну, максимальный эффект. А я долго думал, как бы перевести это на бурятский язык. А ты придумал, как это перевести? Вот я, видишь, мне нужно знать, что ты имел в виду под словом «эффект». Ну, то, что по-английски будет эффект, результат. Результат, да? Да, как результат, как то, что получается после чего-то. Ну, тогда ты должен понимать, что вот я бы... Такие вещи вообще, в принципе, уже долго бывают, что мне нужно именно, так скажем, их переосмыслить на бурятском. Хорошо, да. Но если говорить конкретно об этом сейчас, что нужно, давай сейчас напишу. Я могу попроще дать фразу. Давай. Не знаю. Кури, бухай, умри молодым. Кури, бухай, умри молодым, да. Ты можешь сам выбрать, какая тебе проще, какую посчитаешь нужным между максимальным эффектом и кури, бухай. Давай максимальный эффект. Хорошо. Надо хорошо рисовать, чтобы кайфовым каллиграфом быть? Не обязательно, я не рисую. Спасибо. Почитай, пожалуйста, Абкалам. Улымжин уры. Ну что ж, будем знать.